Смотрите, вот так гороху придают насыщенный зеленый цвет. На этих кадрах из Китая мы видим, как овощи и фрукты приобретают яркую окраску за счет химических красителей. А так яблоки становятся румяными, арбузы красными. Посмотрите на этот ящик клубники. Она еще почти зеленая. Продавщица поливает ее химикатами, после чего ягоды краснеют на глазах. И вот еще яблоки. А это баклажаны. Умельцы научились изготавливать даже искусственные яйца. Скорлупу делают из гипса, кальция и парафина. Белок и желток формируют из смеси желатина и альгината кальция с добавлением пигментов. Подделки настолько убедительны, что люди готовят и едят эту химическую смесь, как ни в чем не бывало. Вопрос такой, яйцо ли это или нет. Вы видите, что скорлупа плавится. Значит, сделана из карбида кальция и парафина. Еще в 1966 году американский химик Уильям Митчелл изобрел заменитель взбитых сливок совсем без сливок, который состоял из кокосового масла, кукурузного сиропа, натурального ароматизатора и загустителей. С тех пор химическая промышленность тесно срослась с кулинарией. Большинство производителей не любят расставаться с отходами производства. Чем больше отходов, тем больше убытков. Поэтому химики изобрели чудесную штуку, которая называется трансглутаминаза – клей для мяса. С помощью ловкости рук и трансглутаминазы сотни разрозненных мясных обрезков превращается во вполне симпатичный кусок или стейк. Посмотрите сами. Австралийские журналисты провели специальное расследование, целью которого было выяснить, какие хитрости используют производители при изготовлении мяса и чем это грозит нашему здоровью. Показать секреты они попросили мясника Джеймса Фолкнера, который сам выступает за минимальное количество добавок в мясные продукты. Результаты, запечатленные в этом видео, поражают. Вначале ты даже не замечаешь это как склейку. Он даже не рвется в месте соединения. Кусочки мяса слишком маленькие для того, чтобы их можно было предложить как премиум стейк. Превращаются в сочное толстое филе и продаются по высокой цене. У меня здесь есть немного хорошей нарезанной говядины, а также мой специальный порошок. А почему мы в масках? Это опасный порошок. Клей для кусочков мясных отходов. Зато пищевая индустрия с его помощью получает огромную прибыль. Это особое химическое вещество – мясной клей. Он и правда склеивает куски и обрезки мяса. Это невероятно. Но даже эксперт не сможет отличить подделку. После такой обработки мясо выглядит целым куском и прекрасно держит форму. Достаточно скатать все это в пленку и охладить. Через несколько часов у вас цельный кусок мяса. Если в сыром виде еще можно заметить разницу между настоящим целым куском мяса и склеенным, то после приготовления их практически невозможно отличить. Так, значит, то, что с мясным клеем справа, а реальный стейк слева. Так, но это настоящий стейк. Хороший и нежный, хорошо посолен. Специальный порошок даже имитирует пленки и прожилки. Одни производители создают такой клей с использованием бактерий. Другие делают его из крови коров и свиней. Так можно склеить любое мясо, курицу и даже рыбу.